Здравствуйте! На телеканале «Новый век» программа «Вызов 112» в студии Алия Хайрудинова. И сегодня мы расскажем о страшной аварии в Зеленодольском районе. 2 человека погибли, 3 пострадали, из них 2 детей. Покажем задержание автомобиля, на котором предположительно скрылся подозреваемый в ограблении 18-летнего молодого человека, и момент кражи техники из торгового павильона. А также нетрезвый мужчина приехал к бывшей сожительнице и расстрелял ее автомобиль, добиваясь встречи с дочерью. Агрессивный человек. Он даже сейчас сотрудником полиции, он агрессивничал, его в наручники. Это и не только прямо сейчас. 2 человека погибли этой ночью в результате страшной аварии в Зеленодольском районе. На 102-м километре автодороги Йошкар-Ола-Зеленодольск 48-летний водитель автомобиля «Газель» выехал на встречную полосу, несмотря на сплошную линию. Там он касательно задел грузовик «МАН», после чего лоб в лоб столкнулся с «Рено Аркана». В иномарке находилось 5 человек. Ее водитель погиб сразу. Пассажирка скончалась в больнице через 3 часа после аварии. Еще один взрослый пассажир и 2 12-летних детей находятся в больнице в тяжелом состоянии. Сам предполагаемый виновник аварии не пострадал. Со слов очевидцев, он уснул за рулем. Степень вины участника дорожно-транспортного происшествия будет определена по результатам доследственной проверки. Госавтоинспекция МВД по Республике Татарстан напоминает о неконституционном соблюдении правил дорожного движения. 11-летняя девочка попала под колеса Kia Rio, переходя дорогу на улице Беломорская по пешеходному переходу. Светофором он не оборудован. 52-летняя женщина-водитель иномарки должна была пропустить ребенка, но этого не сделала. В результате наезда девочка упала, встать уже не смогла. Прибывшие на место врачи скорой помощи госпитализировали пострадавшую со сложным переломом лодыжки со смещением. 43-летняя женщина-водитель Kia Rio получила ушиб грудной клетки в результате столкновения с «Ладой» 13-й модели на перекрестке проспекта Ямашева и улицы Адаратского. Иномарка двигалась по Адаратского на зеленый свет. 20-летний водитель «Лады» позже признался автоинспекторам, что отвлекся и не заметил, что ему уже 10 секунд горит запрещающий сигнал светофора. Удар пришелся в левую сторону Kia. Прибывшие на место врачи осмотрели автоледи и оказали ей помощь на месте. В госпитализации она не нуждалась. И пока автоинспекторы оформляли эту аварию, им на глаза попалась Kia Optima, которую искали по всему городу. Машину тут же задержали. За несколько часов до этого в одном из дворов в Приволжском районе Казани неизвестный молодой человек открыто похитил дорогой телефон у 18-летнего парня. Он тут же позвонил в полицию и рассказал, что похититель скрылся именно на этом автомобиле. В короткие сроки полицейские Казани задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний молодой человек. В настоящее время по данному факту в отделе полиции Горки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса Российской Федерации «Грабеж». 34-летний мужчина в нетрезвом состоянии расстрелял автомобиль бывшей сожительницы, стоящей на парковке на Сибирском тракте в Казани. И сама женщина, и прохожие видели, что мужчина приехал за рулем «Лады Приора», при этом едва стоял на ногах. Стражей порядка вызвала хозяйка пострадавшей машины, испугалась из-за себя, из-за своих детей. Уверена, что причиной всему заявление на выплату алиментов, которое она подала в суд. Приехал сюда, в мой двор, грубо говоря. Начал стрелять по машине, по синематике, пинать ее. То есть приехал пьяный. Он уже лишенный прав. Права еще не сдал. Она призналась, все видела своими глазами, но подойти просто боялась. Говорит, в нетрезвом виде ее бывший сожитель просто неадекватный и уже угрожал ей убийством. 119 его один раз уже была уже угроза жизни мне. Он уже мне угрожал пневматикой. Судили по 119, но он там умолял слезно забрать заявление. Мы к примирению уже в суде. Непосредственно до суда все это дошло. Чего он хотел в этот раз, не знает. Приехал с новой девушкой, которая никак не пыталась его остановить. Считает, что это месть за заявление на выплату алиментов, которое она подала в суд. Рассказывает, что до этого расстрела ее автомобиль пережил уже многое. Колеса прокалывал все, и дверь мне всю спинал в квартире. Агрессивный человек. Он даже сейчас сотрудником полиции, он агрессивничал, его в наручники и на заднем сиденье, поэтому... Сам мужчина уверял, по машине не стрелял. Не был такой.
Пускай докажет. Говорит, пришел пешком, его машина стояла на этой парковке. Сидел в ней, дожидаясь, когда приедет бывшая супруга. Хочет одного – видеться с дочерью. Она не дает вообще видеться с ребенком. Вообще. Девушка говорит, видеться с дочерью не запрещает, но настаивает, чтобы встречи были в ее присутствии. Так было в начале апреля, после чего он ребенку даже не звонил. А на месяц, как хочет мужчина, 7-летнюю дочь к нему отпускать не будет. Я не запрещаю видеться, пожалуйста, как я 150 раз уже всем говорю это. В моем присутствии, пожалуйста, потому что я ему не доверяю, потому что он неоднократно пьяный ездит за руль. То есть я не уверена в этом человеке, он может выпить, он может... Все что угодно может. То есть на протяжении 8 лет, вообще, когда мы жили, я была для него грушей, грубо говоря. При этом у нас сейчас суд будет 12 мая, порядок общения, он пытается там что-то с ребенком наладить общение как-то. Таким способом приезжать пьяным, стрелять по машине, угрожать. Вот он пытается вот этим наладить контакт с ребенком, в общем. Пистолет у мужчины изъяли, на месте остались металлические пули. Эксперты установят, из какого оружия они были выпущены и соответствуют ли им повреждения на «Фольксвагене». Установлено, что мужчина в состоянии опьянения, приехав на автомобиле «Лада Приора», стал осуществлять выстрелы из пневматического пистолета по автомобилю марки Volkswagen. В отношении 34-летнего мужчины составлены административные материалы по статье 20.1 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации «Мелкое хулиганство» и части 1 статьи 12.8 Кодекса административных правонарушений Российской Федерации «Управление транспортным средством в состоянии опьянения». Ездил? Нет. Уверен? Просто так же. Потому что жена вызвала. Ты трезвый или выпивший? Трезвый. Мужчине предложили пройти экспресс-тест на употребление спиртного. Он согласился, но с оговоркой – автомобилем не управлял. Стоп. 0917. Несколько очевидцев письменно подтвердили, что за рулем «Лады» сидел именно он. На парковку направлены и несколько камер видеонаблюдения. К слову, нетрезвым за рулем он уже попадался, но суда еще не было, поэтому к уголовной ответственности он привлекаться не будет. Если суд сочтет его вину доказанной, то ему будет грозить лишение прав и штраф в 30 тысяч рублей. Вероника Гайнудинова, Константин Бушуев, вызов 112. Ограбили киоск на 38 тысяч рублей. В полицию поступило сообщение от владельца магазина, который находится в переходе рядом с одной из станций метрополитена. Придя на работу, он заметил пропажу нескольких беспроводных наушников. Злоумышленники попали в объектив камеры наблюдения. На кадрах видно, как они разбивают стеклянную дверь и проникают внутрь. Выносят оттуда несколько коробок с техникой. Мужчин задержали по горячим следам. Оба они из Кукмарского района, одному 24 года, второму 28 лет. В настоящий момент похищенное имущество изъято и приобщено к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств. В отношении задержанных избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В отделе полиции Софиуллина расследуется уголовное дело, возбужденное по признакам состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Почти 40 граммов гашиша, замаскированный под дезодорант, попыталась передать женщина своему сыну, который отбывает наказание в 5-й исправительной колонии. Запрещенные вещества обнаружили сотрудники УФСИН при досмотре посылки. Так проверяется все, что передают заключенным. По факту изъятия наркотических веществ в УФСИН России по Республике Татарстан проводится проверка. Возбуждено уголовное дело по статье 228 Уголовного кодекса Российской Федерации. До 15 лет лишения свободы грозит наркокурьеру, которого задержали на стационарном посту Малиновка. Автоинспекторы остановили Ауди для проверки документов. Тогда 24-летний водитель стал заметно нервничать и тем самым привлек к себе внимание. По поводу этого тоже не можешь пояснить? 24-летний водитель Ауди во время обыска своей иномарки был немногословен. Сознаваться было уже поздно. Найденные автоинспекторами свертки под сиденьями и в багажнике сами говорили за себя. С левой стороны, видите? Экспертиза показала, что изъятые вещества – это мефедрон и гашиш. Общим весом без малого 7 килограммов. Мужчина признался, что устроился работать наркокурьером неделю назад. В дальнюю дорогу решил взять с собой отца. Он рассказал, что поехал с сыном просто за компанию и о его преступных планах даже не догадывался. Свой маршрут начал в городе Клин Московской области, откуда забрал 2 свертка. Затем поехал в село Егорьевское, откуда забрал еще 3 свертка. После чего намеревался оборудовать тайники
закладки на территории Магнитогорска. Груз изъяли, а мужчину задержали. До суда ему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. Если молодого человека признают виновным, то в местах лишения свободы он может провести следующие 15 лет. Сирина Сахапова, Нафиса Минязова, «Вызов 112». И это все, о чем мы успели вам рассказать. В студии была Алия Хайрудинова. Увидимся и не бросайте вызов судьбе. Вдруг она его примет.